Около 700 преступлений и 350 осужденных. Статистика прошлого года в сфере незаконного оборота наркотиков в коме. Но положительная динамика есть. По сравнению с 2016-м количество преступлений сократилось на 150. Сегодня закон о профилактике употребления запрещенных веществ действует в 45 субъектах страны. А вот у нас специальный документ не принят. Закреплены лишь отдельные полномочия правительства. Но зачем принимать закон, если есть федеральный аналог? Замечания народных избранников. Абсолютно точно не преследовали цель переписать в законопроекте республики все те нормы, которые установлены уже федеральным законодательством. И в этом законе как раз-таки конкретизированы полномочия органов власти Республики Коми. Еще один актуальный законопроект о проведении капремонтов в многоквартирных домах предлагают привести в соответствие с федеральным. За региональным правительством нужно закрепить несколько важных полномочий. Среди них определение порядка информирования собственников и утверждение неотложной помощи при срочной необходимости в капремонте за счет средств бюджета. В поправке оговорена и доля участия граждан. Часть 2 статьи 5 приводится в соответствие федеральному законодательству, а именно устанавливается, что минимальный размер фонда капремонта в отношении многоквартирных домов, собственники которых формируют указанные фонды на спецсчетах, составляет 30% оценочной стоимости капремонта многоквартирного дома, и стоимость эта определяется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Другой вопрос вызвал оживленную дискуссию. Встречи с избирателями депутатам предлагают проводить в специально отведенных местах. А в случае появления препятствий со стороны администрации поселений все факты должны быть зафиксированы и переданы в органы юстиции и прокуратуру. Члены комитетов сошлись во мнении. Законодательство должно способствовать работе депутатов с населением, а не наоборот. Вот вы пришли в офис, да? Идете по улице. Вам стыдно, Господи, знаете, ради Бога, мы тебя давно не видели. Вот у нас есть какие-то вопросы, да? Вот один человек пришел, второй, третий, пятый. Вот у вас уже организованная группа. Тогда как поступать? Федеральный закон ничего не говорит, да, по конкретизации этой нормы и о других каких-либо встречах депутатов с избирателями или вообще гражданами, да. Но мы полагаем, что данный вопрос будет реализовываться, то есть смотреть на практику его применения. И я думаю, что вряд ли кто будет препятствовать депутатам встречаться с гражданами на их избирательных округах или на территории, закрепленной за данным депутатом, да, то есть, допустим, как у нас территория вообще Республики Коми в целом. Поэтому, пока мы проблем не видим. Если будут какие-либо прецеденты по этому поводу, да, мы будем обязательно информировать, в том числе о практике других субъектов Российской Федерации. На сессии рассмотрят и вопросы о досрочном лишении полномочий Виктора Полюхова, Натальи Паншиной и ушедшей из жизни Нины Нестеровой. Сама занималась как ученый вопросами местного самоуправления и развития НКО, развития всех этих форм самоуправления граждан. Это было ее интересом. И эти вопросы в большей степени прорабатывались на комитете по законодательству. Тогда как, может быть, прямое их назначение – это рассмотрение нашего комитета. На социальный комитет с уходом Нины Александровны тоже ложится колоссальный пласт, может быть, новой до этого для нас работы. Вопросы кадровых перестановок должны были стать чуть ли не главными в повестке сегодняшних заседаний комитетов Госсовета. Однако их в итоге перенесли на март, как и предлагала ранее спикер регионального парламента. На этот раз заявления о переносе вопросов поступили от самих кандидатов. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.